сцене Госфилармонии звучит классическая музыка. Романсы Чайковского оживили зал. В исполнении Кристины Эшба они, кажется, стали чуточку ближе абхазскому слушателю. Романсы русских композиторов занимают особое место в творчестве обладательницы феноменального колоратурного сопрано. И свой сольный концерт на родине Кристина составила из произведений Петра Чайковского. Оперная дива волнуется перед выходом на родную сцену, но, собравшись, идет, чтобы дарить людям свое искусство. Волнение, безусловно, всегда присутствует у артиста, но оно бывает правильно, бывает неправильно. Бояться нельзя, надо испытывать трепет, особенно перед такой программой. Настроились уже? Безусловно. Родная сцена, она как-то помогает? Безусловно, конечно, я нахожусь дома, и мне не терпится туда. Камерные вокальные произведения Чайковский создавал всю жизнь. Ему принадлежат свыше 100 романсов. Вокальная лирика Чайковского – высочайший образец жанра романса. Кристина Эшба является собой ярчайший пример классического певческого мастерства. Выпускница Академии имени Гнесиных, солистка Абхазской государственной филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов, безупречно и красиво продемонстрировала талант и мастерство в исполнении классического репертуара. Со сцены филармонии в этот вечер прозвучали 16 романсов композитора. Оперной звезде аккомпанировала солистка Сочинской государственной филармонии Валерия Анфиногенова. Она отметила, что правдиво передать чувства и настроение – самое важное в камерном исполнении. В короткие сроки понять друг друга и сделать такой действительно какой-то по-настоящему музыкальный подарок сухумчанам нам вот помогло то, что мы, в общем, уже много лет сотрудничаем вместе. То есть у нас есть такое, знаете, какое-то общее дыхание музыкальное, что ли, и человеческое. Поэтому мы вот рискнули представить сегодня такую большую цельную программу впервые в нашем творчестве. Хотя мы выступали и в Москве, и в Сочи, но вот так, чтобы целый вечер вдвоем, это действительно здесь дебют. Радость встречи с талантом, филигранность, искренность и великолепные вокальные данные абхазской оперной дивы и российской пианистки Анфиногеновой, несомненно, покорили зал. Сима Аргун, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.